Доброе утро, дорогая республика! Сегодня на календаре 2 апреля, и мы рады приветствовать вас этим ранним утром. Да, в студии для вас сегодня работают Дарья Анкехова И Степан Федоренко. Сегодня мы расскажем вам, как при помощи 10 тысяч шагов в день можно сохранить свое здоровье и бодрость. Также наш эксперт посвятит вас в тонкости проведения выставки собак. Ну и сегодня мы приготовим что-то очень вкусненькое с нашим шефом, ну а также сделаем обязательно утреннюю зарядку. Да, конечно же, интересные гости, много полезной информации вас ждет. Напоминаем, наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него какие-то свои приветы, поздравления для своих близких и родных, а также какие-то интересные, позитивные события и новости из вашей жизни. Ну, а начнем мы с прогноза погоды. Сегодня утром в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах была на отметке минус 18, минус 8 градусов. В заречной группе Улусов 20-10 градусов мороза. В южных районах минус 12, минус 9. В Вилюйской группе районов 22-19 градусов ниже 0. В Нижнеленских районах 15-6 градусов мороза. В западных районах 26-8 со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 27, минус 15. В Янских 27-19 ниже 0. На северо-западе 35-27 градусов со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 16 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем ожидается небольшой снег, ветер западный 2,7 метров в секунду. Днем порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 2, минус 4 градуса. Ну а далее у нас свежая и актуальная информация. Выпуск новостей с Владом Давыдовым. Доброе утро, это новости на канале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. Председатель правительства республики Андрей Тарасенко призвал усилить работу по реализации национальных проектов в Якутии. Премьер поручил обратить особое внимание на возможные риски и приложить усилия для их предотвращения. Кроме того, необходимо ускорить работу по закупкам и заключению контрактов. В текущем году в республике реализуется 44 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. Наибольший объем денег предусмотрен на реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Образование», также «Экология». В Нюрбе вручили сертификаты муниципального материнского капитала 11 матерям, родившим или усыновившим 4 и более детей. Этот сертификат на 100 тысяч рублей семья может использовать по своему усмотрению, направить на обучение родителя или ребенка, улучшить жилье или направить на покупку автомобиля. К примеру, в прошлом году сертификаты были выданы 70 многодетным семьям в районе. Но эта программа будет работать еще последующие года. Я думаю, этим мы будем уже поддерживать наших семей, тем более молодых семей, закрепить их в сельские поселения, что молодые семьи и рождаемость это много значит. Это и тогда будут строиться и школы, и детские сады и так далее. Я думаю, что вот этим делом мы дали какой-то толчок. Потому что последние года такого прироста не было. Но вот за эти, по итогам 2020-го и уже сейчас, вот в первом квартале этого года уже более 20 детей, 4 и 5 дети уже есть увеличение. Так что это хорошее дело, думаю. Усть-Алданский район посетили с рабочим визитом специалисты ресурсного центра социальной защиты «Победа» при Министерстве труда и социального развития республики. Они провели информационную и методическую помощь сотрудникам управления соцзащиты Улуса по направлению «Государственная социальная помощь на основании соцконтракта». Как известно, с этого года внесены некоторые изменения в предоставлении социального контракта. По этому вопросу встретились с заместителями глав и поселений и специалистами.
Посетили также многодетные семьи, которые получили помощь по соцконтракту и активно сейчас занимаются своим делом. В Усть-Алданском улусе в 2020 году социальный контракт получила 61 семья. Мы посмотрели лучшие примеры применения социального контракта, да, то есть сегодня были в 3 семьях и убедились, вот насколько вот активно наши получатели освоили данные средства, да, и уже активно ведут свою работу, деятельность, и очень отрадно видеть расширение вот по своим направлениям деятельности. Очень хорошо налажена работа с местной администрацией, с администрациями поселений, да, это вот мы прямо убедились. Сегодня на совещании было заметно, как активно все работают, да, и поэтому, если во взаимодействии все будут вот так хорошо работать, то лучших примеров будет очень много. В Мирнинском районе активно ведут подготовку к летней детской оздоровительной кампании. Один из старейших и крупных детских лагерей Якутии «Орленок» уже готов к летнему сезону. В этом году решено организовать работу в 4 смены, а количество дней сократить до 14. В отрядах будут по 15 человек. Отдыхать в лагере будут дети со всего Мирнинского района, а также с Верхневилюйска. В качестве воспитателей и вожатых будут работать студенты и выпускники из педвуза Новосибирска. Мы планируем в этом году открыть 18 лагерей с дневным пребыванием, с общим охватом 2100 детей в 3 сезона и 9 лагерей труда и отдыха с общим охватом за 3 сезона 510 детей. Прием детей в летнее оздоровительное учреждение будет осуществляться на основании медицинского заключения и также со справкой об отсутствии контакта в течение 21 дня с инфекционными больными. Также есть такое требование, как проведение большую часть мероприятий на свежем воздухе. И летние лагеря сейчас пишут свои программы с учетом данного требования. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. Смотрите Якутию-24. Будьте всегда в курсе. Спасибо большое нашему коллеге за прекрасные, самое главное, актуальные и свежие новости. Но следующая новость такова. В России стартует перепись населения. Для начала она пройдет в труднодоступных районах и в отдаленных. Подробнее об этом и других новостях экономики расскажет нам Миргуяна Иванова. Всероссийская перепись населения вновь стартует в отдаленных и труднодоступных регионах. Первыми регионами, куда придут переписчики, станут Якутия, Камчатка, Чукотка, Хабаровский край, Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего с апреля по декабрь 2021 года планируется переписать жителей примерно 2600 населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Отметим, что сроки всероссийской переписи уже были перенесены 2 раза. Изначально перепись должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии было решено провести ее основной этап в апреле этого года, а в труднодоступных регионах в октябре. Теперь основной этап переписи состоится осенью. Дубайский офис «Алроса» проводит аукцион алмазов специальных размеров от 10,8 карат. Показы завершатся 15 апреля, итоги подведут 16 апреля. На аукцион выставлено 150 алмазов общей массой 2331 карата. Как отметили в компании, Объединенные Арабские Эмираты создали одни из самых комфортных условий посещения страны в нынешнюю эпоху глобальной борьбы с COVID-19. Продолжая тему борьбы с пандемией, россияне с ее начала стали все реже пользоваться пластиковыми банковскими картами, отдавая предпочтение бесконтактным формам оплаты. Количество таких операций выросло на 45%. Исследование Райффайзенбанка показало резкий рост количества, объема, а также среднего чека платежей с использованием Near Field Communication и токенов, приложений или на сайте магазина, таких как Android Pay, Apple Pay, Google Pay и других.
Парфюмер, упаковщик бургеров и тестовод попали в список необычных вакансий в России в апреле. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса работа.ру. Сервис проанализировал 100 тысяч вакансий на апрель и составил список самых необычных. Так, Сбер ищет парфюмера для разработки и запуска в производство аромата ключевого продукта компании. Помимо создания первого нестандартного аромата, в соответствии с идеей заказчика, будущему сотруднику предстоит в дальнейшем развивать линейку Сбер Ароматы и запускать ароматы для сервиса всей экосистемы. Еще одна необычная вакансия в другой компании открыта для кофе-леди, которая сможет готовить кофе, чай и молочные коктейли, вежливо обслуживать гостей, работать с кассой и выкладывать продукцию на бар. В список самых необычных вакансий вошел тестовод на один из хлебозаводов. В обязанности будущего сотрудника будет входить знание целей и задач отделения тестоприготовления, работа с панелями управления, тестами сильной машины, снятие показаний счетчиков и анализ расхода муки. На работу вахты ищут упаковщика бургеров. В этом случае соискатели должны быть готовы к физическому труду. В обязанности будущего работника входит не только упаковка готовой еды, но и разгрузка и погрузка продукции. Работодатель предлагает бесплатное проживание, питание и спецодежду. А в Санкт-Петербурге в одной из компаний требуется склейщик, сборщик надувных лодок. Для успешного трудоустройства кандидату требуется опыт работы на производстве надувных лодок и опыт работы с ПВХ-материалами. В обязанности будет входить раскрой, склейка элементов из ПВХ и последующая сборка надувных лодок. Ну что ж, а у нас несколько поздравлений на нашем WhatsApp-номере есть. Давлетова Евгения Николаевна поздравляет своих детей Надю и Артема с бракосочетанием. Не своих детей, а просто детей, в будущем своих. С бракосочетанием, которое состоится 2 апреля в городе Якутске. Желает любящих сердец, одного дыхания. Пусть на вашем жизненном пути выполнятся все заветные желания. Также уважаемого наставника, учителя, коллегу Леонида Николаевича Кычкина поздравляют с 90-летним юбилеем. Я счастлив, что работал с человеком, который все свои силы, знания и энергию посвятил развитию физической культуры и спорта родной Якутии. Многолетняя успешная руководящая деятельность Леонида Николаевича, огромное трудолюбие, целеустремленность, преданность к своей профессии вызывает искреннее чувство признательности, уважения и служит нам примером. Мы также поздравляем Леонида Николаевича Кычкина с юбилеем, с значительным таким юбилеем. Дорогую Дину Дмитриевну Дьяконову-Колодезникову, начальника отделения МВД Республики Саха-Якутия, обладателя медалей за безупречную службу 3 ступеней, с днем рождения. Желаем всего доброго, хорошего, отличной, безупречной службы Сидорова, Алексеевы, Хохловой, Дьяконовы, Колодезниковы. Как столько, да, знаменательных дат у людей. Посмотри, наши телезрители отличаются своей такой прям активностью. С утра не поленились. Включили телевизор, взяли свои смартфоны, возможно, да, планшеты, гаджеты и написали, поздравили. Это очень здорово. Заранее. А мы бы хотели сейчас забежать чуточку вперед и напомнить вам о том, что на следующей неделе команда «Утро Якутии» отправляется в город Нерюнгри. Поэтому, дорогие нерюнгринцы, мы обращаемся к вам. Если у вас есть идеи для каких-то сюжетов, возможно, вы хотите попасть на экран национального телевидения. Что-то интересное в городе Нерюнгри произошло или какие-то интересные люди в городе Нерюнгри проживают, живут, о которых нужно рассказать всей республике, обязательно пишите нам на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88, чтобы мы сделали о них сюжеты. Также напоминаем вам о нашей инстаграм-страничке, куда вы тоже можете отправить информацию. И обязательно с вами свяжется наша редакция. И, возможно, вместе мы представим город Нерюнгри зрителю совершенно другими глазами. Так, ну, а знаешь, Даша, что 2 апреля 1805 года родился сказочник Ганс Христиан Андерсен. Но, кстати, он никогда не любил, когда его называют сказочником. Он считал, что его сказки не только для детей, но и для взрослых. Какими еще знаменательными датами насыщен этот день, узнаем в следующей рубрике. В
2 апреля – Международный день детской книги, День единения народов России и Белоруссии и Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Якутии сегодня День гражданского активиста. По народному календарю считалось, что вода из колодца сегодня приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться ею, чтобы излечиться от разных болезней. 2 апреля 1792 года в США основан первый монетный двор. Расположен он в Филадельфии и на сегодняшний день является единственным производителем американских банкнот. 2 апреля 1833 года вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Поэт писал его 7 лет, 4 месяца и 17 дней. В 1912 году в этот день впервые в печати упомянуто слово «джаз». Новый термин появился в американской газете «Лос-Анджелес Таймс». 2 апреля 1958 года президент США Дуайт Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении НАСА. Агентство создавали для победы в космической гонке между СССР и США в период Холодной войны. 2 апреля 742 года родился Карл Великий, король франков и император Запада. В 1725 году в этот день появился на свет Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, путешественник и писатель. 2 апреля 1805 года родился Ганс Христиан Андерсен, датский поэт и прозаик, писатель-сказочник. 2 апреля 1955 года родился Николай Сванидзе, российский тележурналист, общественный деятель и профессор. Именины в этот день празднуют Александр, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей и Ульяна. Итак, мы продолжаем наш утренний эфир. Желаем всем телезрителям прекраснейшего настроения на 2 апреля. Да. Ну что ж, а в Якутске очень скоро событие грандиозное произойдет, тотальный диктант. И в столицу прибыла большая команда для подготовки и проведения этого мероприятия. И сегодня у нас в гостях Ольга Суслова, руководитель проекта «Библиотека грамотности». Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто, возможно, еще не слышал и не знает о таком проекте, для чего он был создан, какие основные были цели, задачи и вообще, что же такое библиотека грамотности? Нам показалось, что то, что делает тотальный диктант, и то, что делает любая библиотека в России и в мире, это очень похожие вещи, потому что цель тотального диктанта – сделать людей счастливыми, чтобы они узнали что-то новое о грамотности, о своем языке, смогли повысить свои какие-то компетенции. Собственно, ровно этим занимается любая библиотека. Помогает нам самообразовываться в течение всей жизни, знакомит нас с современной литературой и так далее. И вот был придуман такой проект. Главное его цель – помочь библиотекам России рассказать о грамотности с новой точки зрения, сделать так, чтобы любой желающий понял, что повысить грамотность легко, просто и интересно. И мы открываем такие центры грамотности по всей России, открыли уже 20 в разных регионах. Ну и вот сегодня такой центр грамотности откроется в Национальной библиотеке Республики Якутия. Ну вот вы уже давно в проекте. Как у нас в стране с грамотностью? Да, есть ли какая-то статистика, может быть, для себя какие-то вы выводы делаете? Повышается, понижается? Выводы можно сделать для себя, мне кажется, такие, что тот факт, что больше 200 тысяч человек пишет тотальный диктант каждый год на всех континентах, в 80 странах мира, говорит о том, что интерес к этому есть. Есть интерес к языку, к грамотности, к тому, как мы говорим и пишем. С целью тотального диктанта не является такой замер. Он очень получился бы странным, потому что такой очень средняя температура по больнице, потому что понятно, что на диктант приходят определенные люди, это не общее, не как перепись населения, вот, но то, что количество людей растет, которым это интересно, мне кажется, это очень важно, это такой симптом хороший. А вот про библиотеки, их значение падает или растет? Мне кажется, ходят люди в библиотеки? Мне кажется, сейчас такой ренессанс библиотеки переживают, потому что был период, когда в библиотеки не ходили, и было ощущение, что все есть в интернете, но сегодня, мне кажется, библиотека совершенно другой статус имеет. И вот вчера, например, в Национальной библиотеке Республики Якутия была встреча с Андреем Геласимовым, с писателем. Там было очень много людей, заинтересованных, которые задавали вопросы. Просто читателей много в этой и в других библиотеках. Мне кажется,
нас в библиотеке сегодня это такие точки притяжения, которые уникальные места, они открыты для всех, вне зависимости от образования, интересов, помогают человеку в его жизни, действительно это так. Ну, мы видим у вас такой определенный значок, да, это и есть тот самый, да, логотип тактального диктанта. Обратите внимание, если вы вдруг встретите в городе в нашем, да, людей вот с таким значком, знаете, что это те самые участники, которые пишут тотальный диктант. Ну и мы вчера тоже разговаривали с организатором, у нас был на утреннем эфире гости, и мы задавали ему личный вопрос. Пишете ли вы тотальный диктант? Да, вот и результаты, если не секрет. Да, вчера был Вячеслав Беляков, он тоже координатор диктанта в Владивостоке. У координаторов диктанта всегда с этим проблема, потому что сложно писать диктант, когда ты его проводишь. Но и специально для нас есть такие возможности. На конференции тотального диктанта мы можем написать демо-диктант. Ну и на самом деле я с удовольствием написала диктант, пока мы 8 часов летели в Якутск. Вы знаете, да, что на борту самолета можно было написать текст. И у меня было такое чувство, думаю, как же люди летают обычно и не пишут диктант. Это же так долго, а это такой прекрасный, ну, это был прекрасный час. Очень интересно было, много улыбок у людей, хотя понятно, что тяжелый перелет. Мне кажется, написать диктант – это всегда радость. Всем рекомендую, кто еще не пробовал. В самолете причем все. Можно в самолете, да. Хорошо было бы сделать это, знаешь, такой доброй традицией, да? Особенно на перелеты длительного, как Якутск-Москва. Обязательно. И скидку на билет тому, кто написал на пятерку. На пятерочку тоже. Хорошо. Ну и на ваш взгляд, почему же все-таки настолько популярен стал вот тотальный диктант? Мне кажется, это такая вещь, которая нас всех объединяет. И даже не сам русский язык, хотя, безусловно, вот у нас такая огромная страна, и прилетая там приезжая в разные части, мы все понимаем друг друга, мы говорим на этом языке. Но мне кажется, вообще язык – это такая вещь, которая помогает тебе узнать себя, свою историю, самоопределиться в мире. А может быть, это немножко пафосно звучит, но это так и есть. И когда мы к языку относимся как к данности, и не задумываемся о его значении, наверное, это не очень правильно. А тотальный диктант – это повод задуматься о том, как мы говорим, какие слова мы употребляем, и как мы думаем, как мы относимся к другим людям. Я думаю, в этом секрет его успеха. Ну, что ж, Ольга, пригласите людей на тотальный диктант. Конечно, с удовольствием приглашаю всех 10 апреля написать тотальный диктант. И здесь, в Якутске, будут замечательные площадки. Сюда приедет автор тотального диктанта Дмитрий Глуховский. Это очень здорово. Спешите зарегистрироваться на сайте. Ну и вообще на всех других площадках онлайн на сайте диктанта обязательно пишите. Вы получите удовольствие, много узнаете о себе. Спасибо. Ну что, Ольга, мы не прощаемся. Я думаю, мы со Степаном посетим одну из площадок тотального диктанта. Степан, правильно? Да, конечно. И попробуем все-таки. И, наверное, встретимся интересно с вами. Проверить свои силы. Хорошо? Да, будьте смелыми, приходите. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, Степан, самое время сейчас немножко взбодриться, потому что размяться. Нас ждет зарядка. Всем привет! Меня зовут Мария, и я фитнес-тренер. Сегодня мы с вами проведем утреннюю зарядку на все тело. Итак, начнем. Первое упражнение у нас с вами конькобежец. Стопы ставим шире плеч и передвигаемся влево, вправо. На вдохе подъем делаем, на выдохе опускание. Отлично. Переходим ко второму упражнению. Второе упражнение у нас с вами будет. Следующее упражнение – подтягивание коленей в упоре. Встаньте в упор и на выдох подтяните колено к корпусу. На вдох вернитесь в исходное положение. Это упражнение выполняем 45 секунд. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – выпрямление ноги и руки в упоре. Встаем в упор. И одновременно поднимаем правую ручку и противоположную ножку. На выдохе. Делаем медленно. Выполняем 45 секунд. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Называется Jumping Jack. Мы должны в прыжке поставить стопы шире плеч и сделать хлопок руками над головой. Поехали. Также выполняем 35 секунд. Упражнение довольно энергозатратное.
Не торопимся, делаем в своем темпе. Закончили. Фух. Следующее упражнение у нас с вами выпады с подъемом бедра вверх. Мы с вами встаем ровненько, пресс напряжен. И назад отшагиваем ножку. Возвращаемся и поднимаем бедро вверх. Выполняем каждой ногой по 35 секунд также. Вверх. Делаем в своем темпе, не торопимся. Кстати, девочки, выпады – это то самое упражнение, которое очень хорошо прорабатывает нашу ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение называется подвижная планка. Мы с вами встаем в планку. И наша задача встать и выпрямить ручки на выдохе. На вдохе возвращаемся в исходное положение и повторяем. И таких у нас 45 секунд. Фух. На этом наша с вами утренняя тренировка закончена. Всем желаю хорошего дня и настроения. Всем пока! И мы вновь вернулись в утро Якутии, в самое доброе, раннее утро всей республики. Да. Напоминаем вам, что сегодня у нас пятница, последний рабочий день недели, 2 апреля. В студии Дарья Анкехова, Степан Федоренко. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаем наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него приветы, поздравления, также какие-то интересные позитивные новости. Также напоминаем страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы наших программ и все самое-самое интересное. Ну а наш выпуск продолжает выпуск новостей с актуальной свежей новости с Владом Давыдовым. Это новости на канале Якутия-24. Доброе утро, с вами Влад Давыдов. На 4 автозимниках Якутии с 5 апреля снизят грузоподъемность. Речь идет о дорогах Амга, Барагон, Умнас и Эджиген. Для обеспечения безопасности дорожного движения, также требований безопасности, будет снижена грузоподъемность до 30 тонн на ледовом автозимнике через реку Лену в направлении Хангаласы-Соттинцы. А ограничение грузоподъемности до 20 тонн установят на автодорогах Амга на участке Усть-Мая-Эльдикан и ледовой переправе через реки Амга и Алдан на 198 и 423 километрах автодороги соответственно. По Умнасу на участках Улуханан-Синск и Синск границы Алекминского улуса, а Эджигян на участках город Вилюйск, поселок Жиганский на 3-м километре реки Вилюй и города Вилюйск. Команда исследователей и сотрудников Северо-Восточного федерального университета и других научно-исследовательских учреждений Якутска работают над созданием нового диагностического теста на основе знаний, полученных в результате фундаментальных исследований на базе СВФУ о причине возникновения рецидивов и роста количества заболеваний. Новые результаты исследования считаются уникальными. За решение этой проблемы взялась команда ученых, молодых специалистов из разных областей науки. Это медицина, физика, биофизика, биохимия, даже математика. Они будут использовать высокотехнологичное оборудование. Мы просто взяли и без покрытия, как говорится, положили этот образец в электронный микроскоп и увидели поверхность клеток без нанесения лишнего покрытия. Мы увидели определенные частицы, которые до нас никто не видел, потому что они были скрыты. И получается, что мы пришли с помощью вот этого дорогостоящего фундаментального исследования, мы пришли к определенным выводам. И эти выводы мы можем сейчас внедрить в практическую медицину. В
столице республики стартовали федосеевские чтения. Это научная конференция исследователей археологических культур каменного века и эпохи ранних металлов различных народов, осваивающих территорию Северо-Восточной Азии с глубокой древности по настоящий день. В мероприятии принимают участие ученые Якутии, Магадана, Дальнего Востока, а также в режиме видеоконференц-связи специалисты из Новосибирска и Москвы зачитают свои доклады. На протяжении 3 дней гости и участники чтений проведут дискуссионные мероприятия, круглые столы. Кроме того, запланированы посещение природных исторических памятников в республике. Темы посвящены наиболее актуальным, дискуссионным, острым вопросам древней истории Якутии. Потому что археология как наука каждые 20 лет, она, наверное, раза в 2 пополняет свою источниковую базу, и появляются новые концепции, новые предположения, новые данные, которые, конечно, нужно с ними работать. 65 тысяч километров и 43 страны мира за спиной итальянского велосипедиста. Лоренцо Бароне в эти выходные добрался до полярного круга на велосипеде. В свое первое одиночное путешествие мужчина отправился еще когда ему было 18 лет. В кармане на тот момент было всего 400 евро. Его путь в 8 тысяч километров проходил тогда через Францию, Испанию, Португалию. Всего это заняло неделю. Тогда потрясающее чувство свободы охватило его. Он решил не останавливаться на достигнутом. Разработал далее новые маршруты: Исландия, Памир, Гималаи, Индия, Марокко, Сахара. Больше всего запомнились Лоренцо. В сутки велосипедист проходит около 80 километров, ночует в палатке, несмотря на погоду. Достигнув полярного круга, Лоренцо отправился дальше в Оленёкский район. Сейчас, можно сказать, уже не зима. Прошлой зимой я путешествовал из Магадана в Якутск на велосипеде в январе и феврале. Это был экстрим, потому что было минус 45, минус 50. Сейчас я хочу достигнуть Юринхаи, но, в общем-то, уже не зима, но все равно это будет замечательный опыт. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. Смотрите Якутию-24, будьте в курсе. А сейчас время для нашей постоянной рубрики «Якутия. 20 лет в 21 веке». Напоминаю, что в этой рубрике мы рассказываем о том, какой же путь прошла Якутия за 20 лет в новом тысячелетии. Какой была жизнь людей тогда и какой она есть сейчас. Да, и на этой неделе у нас тема образования. И сегодня вас ждут интересные факты о замечательном учителе Любови Ефремовой. Любовь Ивановна Ефремова уже более 30 лет преподает математику. Она дважды побеждала в конкурсе «Лучший учитель России», получила звание «Заслуженный учитель Якутии». В 2019 году на едином госэкзамене по математике ученики Любови Ивановны набрали в среднем 85 баллов из 100. Это самый лучший результат в Якутии и один из лучших в России. Любовь Ефремова постоянно ищет новые методы обучения, создает детям условия для творчества. Более 50 учеников Любови Ивановны стали победителями и призерами общероссийских и международных олимпиад по математике. Заслуженный учитель Якутии активно делится опытом с коллегами, проводит мастер-классы и авторские семинары для молодых учителей. В прошлом году она создала онлайн-школу «Логика» и обучающий канал на YouTube. Этот сюжет для меня очень дорог и прям радует глаз не просто так, потому что Любовь Ивановна, я с гордостью могу это сказать, это мой учитель. И благодаря ей мои одноклассники поступили в самые лучшие математические вузы страны, и она действительно от Бога, учитель от Бога. Да, и мы благодарим всех учителей за их очень полезный, очень важный труд. А ты знаешь, Степан, сколько, вот как раз-таки математические тут данные употребив, сколько нужно пройти шагов для нормальной физической активности в день? Ну вот примерно, сколько ты должен сделать тех самых
шажочков? Да если честно, вот сколько шагов, ну, у меня был в телефоне шагомер, там была цифра 10 тысяч. Ну, видимо, это какая-то отметка, видимо, какая-то грань, которую нужно преодолеть, 10 тысяч шагов. Я прав? Ну, я посмотрела на свои данные в телефоне, в том же самом. Оказывается, я хожу мало, до 10 тысяч не дотягиваю. Ну, мне кажется, это не так много, на самом деле, 10 тысяч. Интересно, сколько это в километрах? А мне вот интересно, почему ты удалил эту программу, и теперь ты не знаешь, сколько ходишь. Нет, это примерно километров 8, мне кажется, да? Нет? Надо посчитать. Есть чем заняться у нас во время следующего сюжета. Да. Неспроста. Наступила долгожданная весна, и люди стали чаще ходить, гулять, отдыхать на свежем воздухе. Мы провели интересный опрос в парке отдыха, где даже в будни всегда очень много людей. И поинтересовались, сколько же шагов в день выполняют они. Каждый раз, когда приходим в парк, мы делаем сначала зарядку. Каждое утро в парке у любителей. Как часто вы сейчас гуляете весной? Часто гуляете? Да. Ну, где-то 2-3 раза в месяц. Стараюсь каждый день гулять. Нет, второй день только с ребенком ушли. Каждый день? Честно, нет, не считал. Ну, у вас нет приложения мобильного? Нет, не слежу за этим. Ну, стараемся. Мы с внучкой ходим, гуляем. Вот сколько кругов сдали здесь в парке, не знаю точно. Нет, мы на машине. Если с трекером ходил, я знал конкретно там. Сколько? Ну, до 10 тысяч, наверное, шагов. Ну, иногда, когда на машине часто ездишь, мало. Как много шагов вы делаете в день? Много. Мы, получается, по всему городу гуляем и не ездим. Ну, весь парк обходим. Это сколько шагов, я не знаю. Не могу сказать даже примерно. Нет, не считал. Ну, я на машине просто езжу по городу там. Особо не походишь. В последнее время, да, стал гулять намного чаще. Ну, во время беременности я больше 10 тысяч делала, а так сейчас не знаю, сколько, не считала. Ну, наверное, около того. Да, вот наш редактор Александр подсказал, что от площади Орджоникидзе до Мерзлотки 10 тысяч шагов. Представляешь? А ты говоришь, что это немного? Ну, в принципе-то немного. Ты примерно знаешь маршрут от площади Орджоникидзе до Мерзлотной? Уже в это воскресенье, 4 апреля, в нескольких городах одновременно пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья. По традиции, центральной площадкой акции станет ВДНХ в Москве. В этом мероприятии активно принимают участие все регионы. О том, как готовятся к акции любители спортивной ходьбы в Якутске, в материале Ирины Григорьевой. Каждый раз, когда приходим в парк, мы делаем сначала зарядку. Каждое утро в парке у любителей скандинавской ходьбы начинается с разминки. 10 тысяч шагов ежедневно. Именно с таким девизом вот уже несколько лет живут члены клуба любителей скандинавской ходьбы «Стимул». Ходьба в любое время года, в любую погоду. Здоровье начинается с одного шага, уверены члены клуба. Лея Бакирьева, вот организатор акции, да, всероссийской, которая будет в воскресенье, говорит, что ходьба – это золотой рецепт оздоровления. Вот в чем вообще смысл ходьбы, и вы как сторонник здорового образа жизни? Что вы про это можете сказать? Ну, я как представитель спортивной науки и вообще как любитель ходьбы хочу сказать, что это первое, самое большое преимущество – это доступность. Любой человек, любого возраста, любого состояния, можно сказать, если врач не прописал постельный режим, он может ходить. Это очень большая помощь сердцу человека. Известному клубу «Стимул» 7 лет. Скандинавская ходьба для этих людей – это не только спорт, это образ жизни. Скандинавы, так они себя называют, ходят даже в холод и стужу, и даже в 50-градусные морозы. Лена Савина здесь со дня основания. Шутит, без своих спортивных палок уже никуда. Признается, приобрела здесь не только здоровье, а нашла верных друзей. Но мое окружение вот только сейчас начали понимать, что, глядя на меня, что действительно ходьба, она полезна. Потому что они видят, что я практически не болею. Все время хожу, почти каждый день бываю здесь в парке. И летом у нас бывают интересные походы. Вот это все настолько увлекает, такая жизнь, что они видят, что у меня постоянно глаза сверкают, да?
Марфа Никифоровна отмечает, после первой прогулки ее жизнь поменялась на 180 градусов. Признается, пришла из-под палки. Ежедневно бороться с собой непросто. Воля – ее главный стимул. Уверена, шаг за шагом потребность превратится в привычку. Я всегда агитирую и своим одноклассникам всегда пишу, давайте вот надо ходить, ходить и ходить. А если мы на диване так и останемся сидеть, мы и состаримся очень быстро. Научно доказано, ходьба обладает оздоровительным эффектом и является профилактическим средством от болезней сердца и легких. При ходьбе расходуется больше килокалорий, сжигается лишний вес, особенно полезно ходить именно зимой. Мороз исцеляет и оздоравливает организм. Специалисты рекомендуют, если хочешь быть здоровым, считай шаги. А для нормальной физической активности ежедневно нужно проходить от 6 до 10 тысяч шагов, а это примерно 6,7 километров. Матвей Лыткин отмечает, скандинавская ходьба очень полюбилась жителям Якутии. Во всех районах есть любители ходьбы. Сейчас скандинавы активно готовятся к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», которая пройдет в это воскресенье. Эта акция имеет большое преимущество в том плане, что люди могут бесплатно проверить свой уровень холестерина и свой уровень сахара. Любые заболевания легче предупредить, чем потом лечить. Любители скандинавской ходьбы отмечают, главную награду от жизни они уже получили. Это поправленное здоровье, всегда хорошее настроение и любовь к спорту. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, «Утро Якутии». Вот так, ходите, товарищи, ходите. Это бросьте полезно. свои машины, автобусы, идите пешком. Якутск в эти выходные присоединится к всероссийской акции, посвященной Всемирному дню здоровья. Накануне мы связались с вице-президентом Лиги здоровья нации в Москве Николаем Кононовым. В эти выходные 4 апреля стартует всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Акция пройдет во многих городах страны, в том числе и в городе Якутске. Организатором акции является общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». С нами на связи вице-президент Лиги Николай Васильевич Кононов. Николай Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Масштабный проект стартует уже в эти выходные. Где будет дан старт акции? Ну, наша страна такая огромная, имеет часовые пояса. И, конечно, старт будет в каждом регионе, и именно на востоке. Где восходит солнце? Это Сахалин, и, конечно, славная Якутия, и Приморский край, и они пошагово пойдут от востока до нашей столицы Москвы. Эта акция имеет девиз «Мы вместе шагаем за здоровьем». Замечательно. Сколько городов принимают участие? Более 70 регионов. Все города-миллионники. И более 200 маленьких, удаленных муниципальных районов. Пандемия способствовала тому, что многие переосмыслили свои приоритеты, а также значимость спорта. Вот повысился ли интерес людей к спорту в целом? И нам хочется с гордостью сказать, жительницы Якутии в своей однокомнатной квартире за один день прошла полумарафон. Это 21 километр в однокомнатной квартире. Мы гордимся такими людьми и желанием быть здоровым. 10 тысяч шагов – это необходимая норма шагов, но для поддержания здоровья в тонусе. Если вот в повседневной жизни каждый может как-то отследить это с помощью умных часов или шагомера, вот как будет проходить контроль этой нормы во время проведения акции? Старт будет не только 10 тысяч шагам, но старт и соревнования человек идущий, которые продлятся 20 дней. С 4 по 24 апреля. В дальнейшем ваша организация планирует ли проводить более масштабные акции? Конечно. Лига здоровья
И это дети во всех субъектах Российской Федерации. Нас поддерживают миллионы тех, кто желает быть здоровым. И я уверен, это и для молодежи, для наших детей, и для людей трудоспособного возраста, и, конечно, для наших родителей, пенсионеров. Мы всем желаем здоровья. Большое спасибо, Николай Васильевич, за такую интересную беседу. Я напоминаю, что гостем нашей студии был вице-президент Лиги здоровья нации Николай Васильевич Кононов. Ходьба – это самый доступный вид спорта для каждого, который не требует какого-либо специального оборудования. Поэтому присоединяйтесь ко всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни» и будьте здоровы! Да, мы присоединяемся к пожеланиям всем крепкого здоровья и призываем всех присоединиться к акции. 10 тысяч шагов. Да, 10 тысяч шагов. В эти выходные пройдет эта акция. Ну а сегодня в нашей рубрике «Музейный гид» мы расскажем о творчестве художника-графика Розалии Саргуевой. Саргуева Азалия Львовна, художник-график, член Союза художников России, преподаватель детской школы искусств имени Леонида Кима. Удивительно тонкий, многогранный и очень деликатный художник. Она известна как книжный график, и ее очень известные иллюстрации книги Федора Достоевского «Белые ночи» или Алексея Кулаковского «7 портретов якутской женщины». И на нашей выставке представлены иллюстрации к любимой якутской сказке «Старушка Биберекин». Очень яркая работа, очень такие милые образы, такая гибкость форм, линий, непосредственность, такая детскость. Но именно вот в этой непосредственности и детскости очень большая житейская мудрость. Все работы Азалии Львовны, они такие очень глубинные, показывают красоту и глубинность мира. И такое в них живет торжество и радость жизни. К одной коновязи привязаны судьбы, дороги слились под единой звездой. Не важно, что было, не важно, что будет, навек мы связали судьбы с тобой. Ну что ж, Даш, ты позавтракала? Нет. Нет? Тогда следующая рубрика специально для тебя. Следующая рубрика называется «Полезный завтрак». Приготовим что-нибудь вкусненькое с нашим шеф-поваром. Сегодня для вас я приготовлю очень вкусный, сытный, а самое главное быстрый завтрак, который подходит и для взрослых, и для детей. Это будут оладушки с колбасой, с сыром. Возьмем муку. Все сухие продукты мы объединим. Это немножко муки, немножко соли, сахар по вкусу. Разобьем туда яйцо. И все это дело смешаем. Понемногу добавляем молока. У нас должно получиться такое не очень жидкое, не очень густое тесто. Все, наше тесто, в принципе, уже готово. И теперь туда, в обычное тесто для оладушек, мы добавим ветчину и сыр. Я использую моцареллу. Дома можно использовать любой сыр, который у вас дома есть. Это может быть российский сыр, это может быть голландский сыр, ну, на любителя, на вкус. Все это добавляем в наше тесто. Такими же кубиками нарезаем ветчину. И немножко мы можем туда добавить еще зелени. Ну, кто любит больше зелени. Все, посмотрите, вот такое у нас тесто получилось с колбасой, ну, с ветчиной, с сыром и зеленью. Вот такими небольшими кусочками. Распределяем. Все, мы их выкладываем. Сыр уже плавится, вытекает из него.
И можем его вот так вот подать, например, со сметанкой. Приятного аппетита! Ой, вот это красота. Да. Даша, а ты с чем оладушки любишь? Если честно, я вот не употребляю оладушки в своем рационе, честно. Ну вот не люблю, и Да? как-то вот слишком все жирно для меня. А я люблю. Я люблю жирное. В принципе, совсем я люблю и с ветчиной, и с вареньем, и с медом. С чем дадут, с тем и ем. Оладушки я люблю. А для меня, я даже вот представить себе не могу, как я беру оладушку, обмакиваю ее в сгущенку. Сгущенку, ой, это же вообще... Слюнки потекли. Действительно. Ну, давай напомним нашим телезрителям о том, какие у нас есть номера телефона. Мы напомним наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. На него вы можете присылать свои приветы и поздравления, также какие-то интересные, позитивные новости. Также напоминаем Инстаграм-страничку «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте интересные анонсы наших программ. У меня есть сообщение. Давай. Дорогую любимую Олечку поздравляю с днем рождения. Любимая моя, будь самой счастливой, самой желанной и самой красивой. Я тебе в этом помогу. Твой Котя. Замечательно. Ну что ж, а еще теперь про наших друзей, наших меньших, про питомцев. Как проходят выставки собак и как подготовить своего питомца к этому мероприятию, мы расскажем в нашей следующей рубрике. Доброе утро! С вами рубрика «Мой питомец» и я, московских Людмила, с парабелькой. Сегодня мы с вами поговорим про выставки собак. В нашем городе достаточно большое поголовье собак с документами, то есть выставочных. Выставка – это оценка экстерьера вашей собаки. На выставках представляются также породы, как декоративные, служебные, охранные, охотничьи, то есть разный уровень собак. В нашем городе достаточно хорошее поголовье, то есть уровень собак достаточно хороший по экстерьерным качествам, соответствующим определенным породам. Выставки, мероприятия – это более плановое мероприятие. То есть для чего проходят собачки выставки? Для того, чтобы отследить качество поголовья, и на основании этого вырастая собачка попадает уже в разведение. Ну, либо попадает, либо не попадает. На выставках присваиваются титулы самым лучшим представителям пород. Ну и достаточно такое мероприятие, прямо очень захватывающее. Но если у вас ваш питомец не имеет документов, либо у вас просто беспородная собачка, это не говорит ни о чем, что у вас какой-то бракованный, неправильный, плохой питомец. Для каждой собачки самое главное, чтобы вы его любили, чтобы он был нужный и ценный для вас. И чтобы собачка была у вас любимая, ценная и не мешала вам жить, ее нужно воспитывать и дрессировать. Меня часто спрашивают, все ли породы агрессивные, все ли собаки кусаются, на что я отвечаю, что да, кусаются все собаки. И прежде всего, независимо от размера и породы, это собака. А потом уже идет подразделение на размер, на породы и на все прочее. И к собакам нужно относиться как к животным. Многие совершают ошибку в том, что животных очеловечивают. К сожалению, это немножко неправильный подход. Ну а на сегодня это все. Мы желаем вам всего хорошего, удачного дня. Замечательный сюжет, особенно для меня, потому что у меня есть маленький питомец, маленькая собачка. Полгода он появился как он появился в нашей семье, но кроме команды места и нельзя, он пока ничего не знает. Ой, как тебе повезло. У меня вот нет собачки, ни кошечки, никого нет. Только жена и дети. А по какой причине? Может, мы тебе подарим? Нет, не надо, у жены аллергия. Хорошо, Спасибо ладно. за заботу. Уважительная, да? Мы напомним, отойдем от темы питомцев, мы напомним, что проанонсируем следующую неделю. На следующей неделе наша команда выдвигается в города Нерюнгри и Алдан, будет выходить оттуда. Так что ждите
сюжеты интересные из этих городов, из Алдана и из Нерюнгри. Ну и на этом наш эфир уже подходит плавно к своему завершению. Мы хотели бы, дорогие телезрители, поздравить вас с наступившей весной. Да, с пятницей. Приглашаем еще раз всех на акцию 10 тысяч шагов. Не забываем про тотальный диктант. Не забываем про тотальный диктант. Всего вам самого доброго, отличных выходных.